Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. Сегодня главное в программе. Больше года в плену непризнанной ДНР. Домой вернулись 2 украинских солдат. С апреля 2014 года на востоке Украины погибли почти 8 тысяч человек. Новый доклад наблюдателей ООН. Около 2 миллиардов рублей. Столько готово потратить правительство России на развитие патриотизма. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте, предложил в обязательном порядке расселить около 120 тысяч беженцев с помощью системы квот. По его мнению, это поможет ускорить разрешение миграционного кризиса. Мы говорим не о 40 или 120 тысячах. Это 160 тысяч человек. Европейцы должны взять ситуацию в свои руки, и я действительно надеюсь, что на этот раз все примут в этом участие. Нам не нужна поэзия, нам не нужна риторика. Необходимо приступить к действиям. Квоты для стран Евросоюза будут озвучены 14 сентября на совещании министров внутренних дел. По словам Юнкера, новая система квот должна быть обязательна для исполнения, а к странам, отказывающимся принимать беженцев, могут быть применены финансовые санкции. Ранее Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и ряд других стран дали понять, что не поддерживают эту инициативу. Наиболее сильное сопротивление квотам и приему мигрантов оказывают небольшие страны Восточной Европы и Прибалтики. Наше общество разделилось в этом вопросе. Одна часть считает, что мы должны принять намного больше мигрантов, чем нам предписано в квоте, а другая опасается возможных последствий, видя то, что мигранты в Западной Европе не интегрируются в общество, а некоторые становятся исламскими террористами. Но у нашего правительства нет выбора. Проблема в том, что власти Литвы не реагируют на это своевременно. Нет разработанной интеграционной стратегии. В правительстве только начались дебаты об этом. Хотя президент Литвы сказала, что будет сделано все, чтобы интегрировать мигрантов в наше общество. Но даже если мы примем беженцев согласно квоте, я не думаю, что они здесь останутся. Границы Европы открыты, и они, скорее всего, переедут в Германию или Францию. Тему мигрантов через несколько минут продолжат мои коллеги в Вашингтоне, а мы переходим к событиям из Украины и России. 1 миллиард 680 миллионов рублей. Именно столько правительство России планирует выделить на патриотизм в стране. Эта цифра указана в проекте программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Впрочем, патриотическим воспитанием молодежи в России сегодня занимается не только государство. К процессу активно подключился и частный бизнес. Вадим Кондаков выяснял, насколько это выгодное дело – родину любить. На 20 квадратных метрах этой маленькой московской мастерской живет многотысячная армия. Кто-то только что отлит и лежит в блестящей куче, а кто-то уже построен ровными рядами и готов к идеологической войне. Солдатики – это реально это пули. Они могут ранить, они могут спасать, то есть они могут защищать. Они воспитывают. Тимур и его команда воспитывают подрастающее поколение уже почти 12 лет. До недавнего времени делали фигурки солдат минувших войн, пока не случился Крым. Произошло вот это воссоединение мирное, без единого выстрела. Совершенно, конечно, потрясающее событие. И после этого мы сделали фигуру по известной фотографии «Спасибо, что я больше не кит». То есть это вот известная фотография, где стоит солдат и кот. Но когда на Украине началась война, вооружились и солдатики. Появились автоматы, гранатометы и хвосты сбитых украинских самолетов. Эти самолеты бомбят детей, убивают там, и так далее. А этот солдат защитил небо над Донецком. Поэтому я считаю, что это все вполне приемлемо. Когда говоришь с Тимуром, иногда кажется, что он просто шутит, и что все эти сотни построенных в шеренге Стрелковых, Бабаев и Моторол тоже какая-то шутка. Но православный коммунист Тимур вполне серьезен. В его голове уместилась вся Россия с ее извечными проблемами и парадоксами. Есть люди, которые говорили, бизнес на крови, и так далее. Так можно сказать про любую профессию. Что кто продает хлеб, бизнес на голоде делает, милиционер, бизнес на убийствах. Я не боюсь таких обвинений. Это моя работа, мне с этим жить. А работу свою он очень любит. Это же ведь настоящее волшебство. Вот только недавно армия ДНР была лишь рисунками. А потом, пройдя через пластиковую заготовку, вулканизированную резину и печку с жидким сплавом, воплотилась в металле.
Вот эти две фигуры, они... Да, они сразу же они идут в работу. То есть я их снимаю, и потом уже поступают в обработку. За то, что он делает, ему даже угрожали. Например, за эту композицию с пленными украинскими солдатами. Писали письма, обещали покарать. Говорит, вот оскорбили всю украинскую нацию. Товарищи дорогие, я просто сделал этот кадр из хроники. Это вот те 3 человека, которые хотели взять Донецк, которые захватили Авдеевку, в которой погиб человек, которого я, хотя его совсем немного, но я знал. Человека, про которого он говорит, звали Игорем. Теперь он тоже стал солдатиком. А в реальной жизни воевал с украинскими войсками. Не без финансовой помощи Тимура. На эти деньги, которые мы ему передали, он купил снаряжение у укропов, купил у них муху, противотанковый гранатомет. И в июле месяце он уже прислал смс-ку, что он подбил БМП, в котором погибло 3 солдата украинских. Сначала Тимур переживал. И даже как верующий человек пошел в храм к своему духовному отцу. Когда я ему рассказал про про эту ситуацию, он ничего мне не ответил, совершенно спокойно к этому отнесся. И я понял, что я поступил абсолютно правильно. С тех пор Тимур сомнений не имеет. Отливает солдатиков десятками тысяч и верит в победу Новороссии. Тем более, что эту веру, судя по растущим продажам, многие разделяют. Самая продаваемая фигура за всю историю нашей фирмы – это «Спасибо, что я больше не кит». И вторая – это Стрелков. Если бы у меня все остальные продавались такими же темпами, то я бы увеличил свое производство вдвое. Ростом продаж Тимур доволен. Значит, говорит, все правильно сделал. А тут еще и государство заинтересовалось его солдатиками. Вроде как хочет заказать крупную партию. В целях, так сказать, патриотического воспитания молодежи. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Очередной обмен пленными состоялся между непризнанной ДНР и властями Украины. Украинская сторона передала 4 человека, власти сепаратистов 2 украинских военнослужащих. Артем Комиссарчук и Сергей Фураев пробыли в плену больше года. Оба из 2-й минометной дивизии 51-й отдельной механизированной бригады. Они участвовали в боях под Иловайском в конце августа 2014 года. 23 человека, да? Это еще со времен Иловайска. Из Иловайска нет, только получается мы 2. А те, кто сейчас остались, 20 человек, это с разных подразделений и соответственно, где-то с разных котлов. Скажите, при каких обстоятельствах попали в плен? Что рассказать? Не могу сказать, 24 числа, 24 августа прошлого года попали в окружение в районе населенного пункта Зеркальный. Всего по сообщению нашего корреспондента, из 51-й бригады в плен попало около 100 человек, большинство из которых обменяли еще в прошлом году. Пленных Фураева и Комиссарчука содержали в разных городах Донецкой области. Выходили с окружения, нарвался на колонну, попал в плен. Как вам здесь в плену обращались? Поначалу было тяжело, скажем так. Отношения было тяжелое, отношения. Постепенно люди поняли, просто видели. Отношения стало мягче, нормально, адекватнее. Содержание, опять же, под конец пребывания стало нормальным, уже более-менее уже. Скажем так, в плену есть плену. Никому не пожелаю такое пережить. Участники украинско-американских учений «Сибриз-2015» перешли к активной фазе маневров. В них принимают участие 12 стран-партнеров и более 1500 военнослужащих. Крупнейшие за всю историю Украины военные учения «Сибриз» при участии стран-членов НАТО отрабатывают взаимодействие органов управления разнородных военных сил при планировании и проведении международной операции по установлению мира. Американская сторона подчеркнула важность такого международного сотрудничества. Мы делаем это для того, чтобы вместе с нашими друзьями укрепить нашу совместную работу и начать процесс объединения людей. Для украинских военных «Сибриз» – хорошая возможность получить знания и опыт. Капитан Юрий Урянский неоднократно принимал участие в сборах прошлых лет. За плечами военнослужащего несколько горячих точек. И все равно сегодня он с радостью впитывает новые знания. Мы учимся у них. К сожалению, наши знания и опыт пока не востребованы. Подобный вид сотрудничества особенно ценен для украинского флота, который вот уже год состоит всего из одного фрегата, корвета и нескольких катеров и вспомогательных суден. Военно-морские силы Украины – это вид, который... Сегодня военно-морские силы Украины возрождаются после аннексии Крыма.
И у нас есть возможность как можно скорее перейти на стандарты НАТО. В рамках открытия нынешнего морского приза премьером Украины Арсением Яценюком была озвучена и новая военная доктрина страны. Россия официально признается врагом, а красной нитью через весь стратегический документ проходит тема евроатлантической интеграции, необходимость приведения всей украинской оборонно-военной системы в соответствие со стандартами НАТО. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Картины из осколков снаряда и ящик для приданого из-под ракет. Такие необычные поделки решили выставить на аукцион харьковские волонтеры. На вырученные средства организаторы выставки-продажи обещают купить канцтовары для детей, проживающих в зоне АТО. Почти все картины, представленные на выставке, нарисованы 11-летней школьницей из Луганской области. Даша рисует с 3 лет. Для создания выставки выбрала украинскую тематику. Мне все картины любимые, даже те, которые не получаются. Нравится очень рисовать украинские темы, хатки, пшеничные поля. Диковинкой выставки стала картина, собранная из осколков града и запчастей автомобиля. Ее собрали волонтеры, организаторы выставки. Они же и создали на полу инсталляцию военной Украины. На ней изображена линия фронта и карточки с названием городов. Желто-синим цветом обозначены мирные города на украинской земле. Серые с огнем, на которых идут боевые действия, или они находятся на оккупированной территории. На каждом из городов, на которых можно постоять, посмотреть, почитать, написан километраж. То есть это километраж от Харькова. Вы увидите, что на самом деле расстояние меньше, чем может показаться, и все намного ближе. Не обошлось и без уже традиционных военных сувениров, разрисованных ящиков из-под снарядов, касок и подсвечников из-под гильз. После выставки все экспонаты были проданы на аукционе. Дороже всего ушел разрисованный ящик. Его продали за 300 гривен. Картины разошлись по 100 за каждую. За такую же цену был продан амулет «Ловец снов». Лоты, которые не были проданы во время аукциона, будут выставлены на продажу в интернете. На вырученные средства волонтеры планируют закупить канцтовары для детей, проживающих в зоне АТО. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. В настоящее время. Харьков. В ООН обсуждают сложное положение гражданского населения на востоке Украины. Подробности у Игоря. Да, Шахидова, он действительно представлен очередной доклад о ситуации с правами человека в Украине. Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что в результате вооруженного конфликта на востоке страны число жертв среди мирного населения постоянно растет. Положение в зоне конфликта усугубляется отсутствием доступа людей к продовольствию и воде. С нами на связи из ООН наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, здравствуй. Скажи, пожалуйста, вот если опираться на данные доклада, как изменилась ситуация на востоке Украины для мирного населения за последние несколько месяцев? Игорь, действительно, если опираться на данные доклада, то ситуация значительно ухудшилась. По данным доклада, за последние 3 месяца, с мая по август, на востоке Украины погибло почти в 2 раза больше мирных жителей, чем за предыдущие 3 месяца. Погибли 105 человек и 308 получили ранения. А вообще, с момента начала конфликта, с середины апреля прошлого года, на востоке Украины погибло почти 8 тысяч мирных жителей. Это, в общем, достаточно, это чудовищно большая сумма, чудовищно большое число. В докладе говорится, что соглашение о прекращении огня не соблюдается, и что по линии соприкосновения с обеих сторон, от линии соприкосновения, и украинские силы, и вооруженные группы продолжают вести обстрелы мирного населения, и та, и другая сторона используют минометы, пушки, гаубицы, танки, ракетные системы. И большая часть жертв среди мирного населения задокументирована на территориях, которые контролируют вооруженные группы. В докладе также говорится, что на территории непризнанных Луганской и Донецкой республик продолжают поступать боевики и военная техника из Российской Федерации. На территории этих непризнанных республик задокументированы примеры изнасилований, задержаний,
убийств мирных граждан. Но, с другой стороны, служба безопасности Украины также продолжает прибегать к произвольным задержаниям. И вот эти люди, которые таким образом оказываются задержанными, они тоже подвергаются пыткам и жестокому обращению. Ну и особое место в этом докладе Верховный комиссар по правам человека ООН выделил для полуострова Крым. По данным доклада, там тоже происходят различные нарушения прав человека, ведется слежка за активистами, за крымскими татарами, и он отметил, особое внимание уделил в этом докладе вот этому процессу над Олегом Сенцовым. Олег Сенцов получил 20 лет, он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Так вот, Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что этот процесс сопровождался многочисленными нарушениями. Скажи, пожалуйста, да, спасибо, Вика. Скажи, пожалуйста, а есть какая-то уже, может быть, реакция на этот доклад? В ООН, так и за ее пределами? Игорь, самая негативная реакция на этот доклад, это уже 11-й по счету доклад на эту тему, поступила от Российской Федерации. МИД России выпустил заявление, в котором говорится, что многие выводы экспертов этого доклада являются предвзятыми, и что информация, на которой они основаны, не является надежной. В этом заявлении МИДа также говорится, что в этом докладе недостаточно внимания уделяется преступлениям, которые совершают националистические группировки, такие как националистические группы и группировки, такие как «Правый сектор», и это цитата из этого заявления. Вика, интересно заметить, прости, что... я вынужден тебя прервать. Спасибо тебе огромное. Это была наша корреспондент в ООН Виктория Купчинецкая. И в среду МИД России подтвердил поставки Сирии российских вооружений и военной техники в соответствии с имеющимися двусторонними контрактами. Цитата: «Есть в Сирии и российские военные специалисты, которые помогают осваивать поступающую технику». Конец цитаты. Греция предоставила воздушный коридор для пролета в Сирию российской гражданской авиации с гуманитарным грузом. Напомним, на прошлой неделе Болгария закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, заявив, что у нее, цитата, «есть основания сомневаться в характере груза на российских самолетах». Между тем, беседуя с журналистами во вторник, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест прокомментировал сообщение о наращивании российского военного присутствия в Сирии. Цитата: «Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что Россия могла задействовать в Сирии дополнительное число военнослужащих и самолетов», констатировал Эрнест. При этом он подчеркнул, что намерения российской стороны трудно разгадать. Госсекретарь США Джон Керри в среду планирует обсудить с американскими законодателями и другими официальными лицами ежегодные квоты приема беженцев. К этому шагу Вашингтон подтолкнула катастрофическая ситуация в Европе с десятками тысяч беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока. Корреспондент «Голоса Америки» побывал во временном лагере для мигрантов на севере Сербии, неподалеку от границы с Венгрией. Этот кирпичный завод был закрыт еще десятилетия назад. Сегодня в этом здании размещают беженцев. Джалил Халил прибыл сюда из Афганистана. Он надеется вернуться в Великобританию, откуда был депортирован 2 года назад, и где у него осталась жена, из Пакистана. Поэтому я здесь. Я хочу вернуться к своей жене. Она единственная, кто мне нужен. По словам Джалила и других беженцев, все, что у них есть, на них. В этот лагерь поступает незначительная помощь только от частных лиц и благотворительных организаций. Условия проживания антисанитарные. Представители агентства ООН по делам беженцев посетили лагерь 8 сентября. Сюда, на север Сербии, прибывают беженцы уже после долгой дороги. Они устали и отчаянно хотят добраться до Венгрии, а затем продолжить путь в страны, где они хотят остаться. ООН готовится к наплыву беженцев на юг Сербии, где, по прогнозам официальных лиц, поток мигрантов, пересекающих границу со стороны Македонии, будет увеличиваться. В условиях нарастания напряжения на пограничных пунктах Венгрия начала привлекать заключенных к укреплению забора колючей проволокой. Сотрудники гуманитарной организации ООН с осторожностью отвечают на вопросы мигрантов о том, какой путь в Западную Европу наилучший, отмечая, что законы стран Евросоюза, касающиеся транзитов через их территорию, могут измениться в любой момент. После месяца каникул американские законодатели вернулись в Конгресс и приступили к финальной стадии рассмотрения ядерного соглашения с Ираном. Президенту Обаме уже не понадобится вето. 41 сенатор пообещал поддержать договор.
Во вторник к дискуссии присоединился бывший вице-президент Дик Чейни. Мне неизвестна ни одна страна, которая бы гарантировала, что средства для ее собственного уничтожения окажутся в руках другой страны, тем более враждебной. То, что президент Обама просит у Конгресса, уникально. Уникально исторически и опасно. У этого могут быть катастрофические последствия. Буквально через несколько минут после завершения выступления Чейни в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне в фонде Карнеги выступил лидер демократов в Сенате Гарри Рид, который практически повторил позицию администрации Барака Обамы. Санкции изолировали Иран и привели нас к этому моменту. Но если мы упустим его, отвернемся от наших международных партнеров, то в изоляции окажемся мы, Соединенные Штаты. Более того, мы потеряем рычаги давления в будущих переговорах. Что это будет значить, если Америка заблокирует это соглашение вместо того, чтобы заблокировать путь Ирана к бомбе? Это означает, что Иран получит больше денег и безнаказанности на пути к ядерному оружию. Между тем, на пресс-конференции в вашингтонском отеле «Мэйфлауэр» 3 израильских эксперта по безопасности, депутат Кнессета, бывший дипломат и генерал, высказались в защиту соглашения, вразрез с позицией израильского правительства. Мы не хотим начать военный конфликт с Ираном, страной, которая не граничит с Израилем. В долгосрочной перспективе в такой ситуации невозможно победить. То, что на самом деле так называемый военный вариант, на самом деле не вариант. Российские СМИ сообщают, что вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум попросил у Москвы помощи в виде военной техники. По его словам, военная помощь требуется Кабулу для защиты от Талибана и так называемого исламского государства. Необходимость ликвидации террористов очевидна для всех, однако, по мнению некоторых аналитиков, усиление влияния России в Афганистане может помешать восстановлению стабильности в этом государстве. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Официальный Кабул, как сообщают российские источники, запросил у Москвы танки, вертолеты и иную военную технику для борьбы с ИГИЛом и Талибаном. Просьба афганских лидеров была озвучена после успешной операции правительственных войск на севере страны. Им удалось очистить от боевиков талибов 2 северных провинции. Однако ИГИЛ представляет собой даже большую опасность. На данный момент властям удается ликвидировать боевиков-одиночек, но корни их идеологии не уничтожены, и она по-прежнему дает обильные плоды. Конкретное количество техники, в которой нуждается армия Афганистана, названо не было. Однако подобный шаг со стороны Кабула является демонстрацией того, что афганское руководство в своих стратегических целях не намерено ограничиваться исключительно партнерством с НАТО и США. Россия немедленно проявила интерес к обращению афганского правительства. Президент России Владимир Путин уже несколько месяцев назад заявлял, что ситуация в Афганистане вызывает у Кремля беспокойство. Пока трудно оценить, насколько российские военные поставки помогут афганцам в войне с джихадистами. ИГИЛ ведет на Ближнем Востоке и за его пределами масштабную агитационную кампанию. Так, в Пакистане экстремистская пресса продается открыто и помогает вербовать все новых террористов-добровольцев. После того, что я прочитал в наших газетах, я окончательно принял решение отправить моего сына участвовать в джихаде. В то же время очевидно, что Россия, начав военные поставки Кабулу, опосредованным образом расширит свое влияние в регионе. Некоторые западные аналитики даже допускают, что действия российских властей в Афганистане прежде всего направлены на то, чтобы помешать Америке и НАТО осуществлять свои планы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Ну а коллеги в Праге продолжат эфир новостями с Южного Кавказа. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. В Турции 14 полицейских погибли во время атаки запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. По предварительным данным, полицейская машина подорвалась на фугасе. Взрыв был слышен на территории Армении, граница с которой находится всего в 5 километрах от эпицентра взрыва. А в самой Армении около 40% населения живут за чертой бедности. Это данные Национального статистического бюро. В некоторых районах страны семьи выживают за счет мигрантов, работающих за пределами Армении, в основном России. Юрий Манвелян о том, как выживают бедные в Армении. Лариса из деревни Гайкашем в 30 километрах от Еревана не искала себе работодателя. Ее семья взяла сельскохозяйственный кредит под льготные 12%. Купила 2 теплицы, где выращивала помидоры. Когда урожай созрел, оказалось, что рынок заполонили турецкие томаты. Пришлось отдать 30 тонн урожая по 6 центов за килограмм. Не обрабатывать землю было невозможно. Представитель кредитной организации приходил через день, фотографировал, измерял ростки, рассчитывал урожай. Они заставляли обрабатывать теплицы, поскольку им нужно было дешевое сырье, чтобы заработать миллиарды на экспорте. Теперь муж и сын Ларисы работают на стройке в России, чтобы отдать долг по кредиту. Теплицы продали как металлолом. Но пусть муж и сын остаются в России, и если будет возможность, я и сама к ним поеду. Жить в Армении невозможно.
Мы тут крепостные. Бесплатная рабочая сила. Тигран уезжать не собирается. Он уже больше года вместе с коллегами, уволенными с ереванского завода «Наирит», требует перезапуск предприятия. Долг по зарплате им отдали без учета обесценивания национальной валюты. По словам Тиграна, добиться чего-то можно лишь посредством уличных протестов, к которым наиритовцы вернутся в сентябре. До этого в последний раз зарплату мы получали 3 месяца назад. Как может семья из 4 человек жить без денег? Долгами. Слава богу, сын работал. Ашот с супругой и 4 детьми живет в дедовском доме в Эчмиадине. Когда мы к нему пришли, он только вернулся из городского муниципалитета, где обещали помочь в подготовке детей к началу учебного года. Дошло до того, что я в какой-то момент с удовольствием обменяю дом на билет на самолет, чтобы сбежать из Армении, чтобы обеспечить благополучную жизнь своим детям. Работу Ашоту предлагают, но, по его словам, за мизерные деньги потенциальный работодатель рассчитывает на полную покорность и максимальную эксплуатацию. Я придумал себе работу. Копаюсь в отходах, в грязи, продаю червей рыболовам и охотникам. На этой мусорке чуть ли не каждые полчаса можно видеть людей, копающихся в баках. Днем это в основном пожилые люди. Более молодые подходят к делу организованно. Работают группами, приезжают на машинах, загружают, а уже потом сортируют. Юрий Манвелян, «Настоящее время», Ереван. Нашу передачу продолжат коллеги в Вашингтоне. Игорь, слово вам. Спасибо, Шахида. Сегодня едва ли не главная героиня мировых новостей, Ее Величество Елизавета II. 89-летняя королева Великобритании побила национальный рекорд. По времени пребывания на троне она обошла собственную прабабушку, королеву Викторию, которая правила 63 года, 7 месяцев и 2 дня. Роман Мамонов убедился, что если в мире есть что-то стабильное, то это Ее Величество. Служители музея Мадам Тюссо, пожалуй, единственный смертный, кто может позволить себе такую неслыханную вольность – трогать руками саму королеву. Впрочем, им простительно, надо же к историческому дню обновить наряд монаршей особы. Мы отмечаем эту дату, представляя это прекрасное платье, расшитое тысячами кристаллов Сваровски. На то, чтобы прикрепить их, было потрачено 150 часов. Но все эти кристаллы Сваровски меркнут на фоне главного бриллианта британской короны. Елизавета II – бабушка всея Великобритании, вольная императрица и владычица морская. Пожалуй, главный символ и хранитель традиций увядающих европейских монархий. Уж сколько их отреклось от престолов, отказалось от власти, став лишь милыми светскими персонажами. Но этот бастион стоит неприступно на Туманном Альбионе уже 63 года, 7 месяцев и 2 дня. Она заняла престол 6 февраля 1952 года, в день смерти отца Георга VI. Правда, в качестве регента, а вот коронация состоялась 2 июня того же года. За годы ее правления в самой Британии сменились 12 премьер-министров, в США 13 президентов, лидеры Европы, генсеки СССР. Самого Советского Союза уже нет, в Европе успели поменять границы, возвести и разрушить разделяющие стены, поменялись политические карты Азии и Африки. А она все так же остается Ее Величеством. Даже американцы, некогда воевавшие за независимость от британской короны, неравнодушны к Елизавете II. В 2012 году 82% опрошенных говорили, что им нравится королева, а 13% и вовсе ратовали за наличие монаршей семьи в самой Америке. Впрочем, это можно понять. Политики приходят и уходят, республиканцы воюют с демократами, Конгресс с Белым домом. И на фоне всего этого она. Вся в белом, безупречная, статная, стильная. И список комплиментов может быть безграничен. Кстати, по подсчетам экономистов, королевская семья как бренд стоит почти 88 миллиардов долларов. И это заслуга Елизаветы II. Если посмотреть на монархию как на бизнес, то надо оценивать, будет ли преемник, принц Чарльз, столь же успешен в роли главы компании, как Елизавета II. Он не так любим, как королева. Но если взглянуть на всю семью, Уильяма, Кейт и их детей, то популярность королевской семьи будет расти. Впрочем, бабушка всея Британии, кажется, не собирается на покой. Она по-прежнему сама водит машины, любит собак и лошадей, скачки, шляпки, цветочные выставки. Она не чужда новых технологий и крепко держит в своих белых перчатках королевскую семью. Так, глядишь, побьет и рекорд императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, который правил 68 лет. Всего-то подождать 4 с небольшим года. Роман Мамонов, «Настоящее время», Вашингтон. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра.
А мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.